Дождик, детей бурей, гажанеш йос. Снова здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить об удивительном поэте, прекрасном поэте с трагической судьбой Айво Иви. Это был выдающийся, время проходит, и теперь мы можем сказать это так, выдающийся поэт, лирик, знаменитый, это тоже можно сказать, и очень известный сын удмуртского народа, выражаясь высоким штилем. Вы понимаете, когда говоришь о таких людях, столько много сделавших в своей жизни для своего народа, получивших только горе, беду, тут без такого штиля, видно, уже не обойтись. Ведь надо произвести баланс. И наш поклон светлой памяти Айво Иви, я думаю, всегда будет к месту. Айво Иви был старшим братом знаменитой нашей поэтессы Ашальчиоки. Они все родились в деревне Кузебаево, нынешнего Граховского района Удмуртской республики. А Иван Григорьевич Векшин, которого мы знаем как Айво Иви, родился в 1892 году 24 февраля. Вот в семье у них дети были, знаете, старший брат Василий, вторым шел Николай, затем Аграфена, и вот уже Иван с Линой, Лина Григорьевна Векшина, младшая сестра Ивана Григорьевича Векшина, которые, соответственно, стали старший брат выдающимся удмуртским поэтом Айво Иви, а сестра младшая Лина стала знаменитой удмуртской поэтессой Ашальчиоки. Почему я в таких эпитетах известный, знаменитый, выдающийся говорю? Может быть, они тут некоторым покажутся излишними, но я думаю, что эти эпитеты не излишни. Это та часть малого, что мы можем на самых лучших тонах сказать об этих известных деятелях удмуртской культуры и литературы, творцах нашей Удмуртской республики. С детства Айво Иви так повезло в жизни, что у него была младшая сестра. И вот с самого рождения этой младшей сестры Айво Иви, видно, ухаживал за ней. Ну, как старший брат, все показывал, все с собой водил. И родители заставляли обязательно открыто и нянчиться с Линой Григорьевной Векшиной, будущей поэтессой нашей, врачом-офтальмологом. Вот. Но я думаю, что это было не в грусть нашему Айво Иви, а в радость и во вдохновение. Потому что они с детства очень ладили в граховских краях. Я тоже еще встречался, говорю, с теми людьми, которые их еще знали. Или рассказывали воспоминания своих родителей о них. Эта семья была очень дружной. В 12 лет Айво Иви был отправлен отцом в село Карлыган, нынешнего Маритурецкого района, нынешней Марийской республики. Там было удивительное, интересное, такое эпохальное, я бы сказал, учебное заведение, Центральная водская школа. Много удмуртов из Башкирии, из Южного Урала, из разных мест, из Бавлов, это уже Оренбургские степи, ехали сутками на лошадях, чтобы привезти свое дитя, чадо для обучения в Карлыган, Центральную водскую школу. Это было очень знаменитое учебное заведение, усилиями Андреева, ставшее своего рода царским селом для юных удмуртов, для школьников удмуртов. Поступить туда было, говорят, нелегко, но наш Айво Иви хорошо туда поступил. И вот, значит, уже закончив через несколько лет, мне кажется, там 3 или 4 года,
Через 3 года, да, 3 года у них обучения там было. Он должен был держать звание, экзамен на учителя, но он был еще совсем молод, 16 лет еще не было видно. И вот он работал писарем в волости. И также чутко следил за первыми шагами своей младшей сестры. И очень ее опекал. Но вы представляете, мне доводилось видеть не Хрестоматийни, а другие фотографии Айвоеви. Айвоеви был очень красивый мужчина. Красивый человек, элегантный. Черная смоль в волосах, глаза пронзительные, широкие. К тому же, он, говорят, в общении с людьми был очень коммуникабельным, деликатным человеком. Очень любил подшучивать. В первую очередь над самим собой. Это уж чисто наша удмуртская черта. И вот, значит, все же он сдает экзамен в нужное время, а потом его, значит, определяют Кузибаева, и почти 6 лет он до призыва в царскую армию. В 1915 году его призвали в царскую армию, действующую на фронт. И 3 года он на передовой. 3 года. Это очень много. Грянула революция, Айвоеви был в числе других своих земляков отпущен домой, конечно. Приехал домой, прекрасно, жизнь новая настраивается, дела веселые идут. Его пригласили в Елабугу, он сотрудничать начал с газетой «Шурло», «Серб». В 18 году здесь же прошел вот в Елабуге первый всероссийский съезд удмуртов, который огневой такой поэт Максим Прокопьев, общественный деятель, один из основателей Удмуртской республики, проводил, многие другие. И в его подготовке участвовал и Иван Григорьевич Векшин, наш Айвоеви. Ну и в это же время, конечно же, и любовь постучалась. Иван Григорьевич повстречал ее в образе такой скромной девушки Прасковьи. Мы назовем ее Прасковья Тимофеевна. Забегая вперед, скажем, что у них было 2 детей. Сын Миша родился в 1921 году, а дочь Эмма в 1925 году. В 1921 году нашего Айвоеви приглашают в Ижевск. Он работает в редакции газеты «Гудери», «Гром». Вот, и к тому же он работал и в книге. И вот при становлении советской власти, новой жизни на территории нынешней Удмуртской республики не было таких событий, где бы не был Айвоеви. Все как-то проходило через него, где-то он что-то готовил, что-то писал, был репортером, что-то готовил. С 23-го, и он все по журналистике и в общественной жизни самое активное участие принимал, конечно. А в 23-м и по 27-й год он учился в Высшем литературном художественном институте в Москве одновременно с Кузибаем Гердом. Вот. А там же и в Москве работал в центре издателей, готовил удмуртские книги. 13 мая 1932 году он был обвинен по ложно сфабрикованному делу Герда и арестован. Но до этого мне бы хотелось сказать о его литературном творчестве. А литературным творчеством он практически занялся именно в газете. В 1927 году у него вышло сразу 2 книги: «Шулдырдаур. Веселый век» и «Серем Пыриос. Крошки смеха». Вот «Шулдырдаур». Вот в библиотеке, Национальной библиотеке Удмуртской республики, вот есть такая книга Векшина Ивана Григорьевича, еще «Шулдырдаур» называется, да? Вот. Векшин и Айвоеви внизу, псевдоним его идет. Так у нее тираж, я вот восхищенно посмотрел. 2500 экземпляров. 2500 экземпляров. И буквально книга разлеталась. Представляете, вот, говорят, в те времена грамотных людей было мало среди удмуртов. Ничего подобного. Книга буквально разлеталась. Ее уже через месяц-другой не могли найти купить. 2500 тираж ушел за милую душу. А сейчас у нас максимум 500 экземпляров поэты издают. Она, извините, не разлетается так сразу, даже при наличии высокого имени автора. Ну, тут, конечно, мы не будем в сегодняшние интернет-времена сравнивать
в теми временами. Но ведь тяга к искренней, истинной литературе, она всегда была такой. Тиражи вот такие огромные, говорю, вышли. И в те же времена, знаете, чем остался любезен душе удмуртской на всю жизнь Айвойви? Это его песня «Анае гурзе эстем дырно». Наверное, матушка истопила печку. Я эту песню знаю с детства. Я совершенно уверен, нет такого удмурта, который не знал бы эту песню. «Анае гурзе эстем дырно». Матушка, наверное, печку истопила. Из трубы же выходит, дым выходит. Выбежав на крыльцо, сын возвращается, говорит, наверное. А отец мой коня, наверное, накормил, карего жеребца запряг, наверное. А к дуге колокольчик привязан, наверное. Сына привезу, говорит, наверное. Это песня возвращения. Человек, может быть, он был воином, солдатом. Он думает о том, как вернется домой, пройдя многие годы. А в свое время Владимир Васильевич Романов, поэт, один из моих наставников, говорил, может быть, он, говорит, этот главный герой Айвойви вообще возвращается с царской службы. Сколько лет тогда ведь служили? Много. Но главное, что он возвращается с очень нелегких, тяжелых мест, но его греет мечта о том, что матушка утром его встретит, отец встретит, брат встретит, сестра встретит. И это, знаете, народ пел на такой тональности светлейшего, светлого, доброго реквиема, теплого, как утреннее солнце. Вот. И за каждым удмуртским застольем поют эту песню. Я в свое время спорил с Анатолием Васильевичем Мамонтовым, он же взял в репертуар Италмаса эту песню «Анае гурзе эстем дырно». Но у него она какая-то строевая пошла, озорная, бодрая, прямо с прыжками. «Анае гурзе эстем дырно, мурятиччины спотем дырно». Я говорю, Анатолий Васильевич, что же вы так? Она же поется медленно, нежно. «Анае гурзе эстем дырно». Она как разлив камский идет, как весеннее половодье эта песня. Вот. Но, наверное, он так видел, наверное, он так слышал, а мы видим и слышим по-нашему. Значит, в 1932 году арестован был Айвойви по делу Герда, начались посадки. Срок свой провел в Сибири. В 1936 году он вернулся. Ну а с 1936 года по 1939 год Айвойви, знаменитый удмуртский поэт, не было деревень, где бы его не знали и не пели его песни. Вот, работал на лесопункте Нагорном, вот тут Завьяловского ныне района. А с 1939 по 1946 год он был в Игре, тоже бухгалтером работал. Потому что, видно, на его деле были какие-то знаки, которые его никуда ни в пропаганду, ни в печать уже не допускали. В 1946 году Айвойви снова был арестован. По тому же делу, видно, добирали уже после войны. И был, значит, сослан в Ангрен, в Узбекистан. И где-то там он в госпиталях и других местах, видно, бухгалтером был. А когда он совсем уже заболел, очень тяжко заболел, в 1959 году его отпустили домой. И знающие люди рассказывают, что в центре Ижевска, недалеко от нынешнего ресторана «Отдых», он ходил с палкой в руках. И вот там показывался Айвойви. Мало с кем он разговаривал. Вот. Сидел, говорит, там на скамейке, потом уходил. Возвращался он и домой. Я в Граховском районе расспрашивал, что, как у него были. И воспоминания о нем. Говорит, однажды в деревне он где-то уже не выдержал и говорил своим родственникам:
За что же меня судьба так колотит? С чего это я стал буржуазным националистом? Сроду таких людей видать не приходилось. Сам голыба от рождения. Ну, приблизительно он так говорит, очень печалился, что судьба вот так получилась. И рыдал. Ну, может быть, один раз было, два раза, но люди это помнят. В 1963 году выдающийся удмуртский поэт, автор знаменитых стихов, известнейших стихов, песен, старший брат легендарной поэтессы Ашот Чаки, Айвой-Иви скончался в доме престарелых на Горном. И когда я проезжаю недалеко от Чура, говорят, где-то там старинное кладбище, и он там был похоронен, станции Чур. Знаете, я смотрю на его фотографию периодически, Айвой-Иви. Вот. Я вижу цветок, на который упало дерево, сраженное молнией. Вот такая аллегория всплывает перед моим взглядом, когда я смотрю на фотографию. Кто виноват? Молния, дерево или цветок? А судьба Айвой-Иви сложилась таким образом. Но тут надо, конечно, сказать дежурную, может быть, фразу, что народ его помнит и народ его знает. Но пусть она не выглядит дежурной. На самом деле народ его помнит и народ его знает.